Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Прежде чем начать мою лекцию, хотел бы вас погрузить в обстановку начала 20 века, то есть к тому времени, когда Российская империя начинает погружаться в либеральное преобразование. Это революционные события 1605-1607 годов, это пробуждение татарской буржуазии, это становление татарской интеллигенции. То есть, естественно, эти процессы они не проходили одномоментно, то есть они задолго имели свои предпосылки. Например, уже с 18 века, если вам известно, то татары имели свою религиозную культурную автономию в плане того, что существовала организация, она называлась Оренбургское духовное татарское собрание, которое контролировало религиозные обряды, то есть имело право ведения шариатского суда. То есть вот такая определенная форма независимости там уже имелась. Но к началу 20 века уже назрели серьезные проблемы для реформирования как самого российского общества, так и мусульманской общественности. Так вот, уже к началу 20 века формируются очень достаточно сильные татарские интеллектуальные силы. Это представлено, во-первых, буржуазией, дворянством, интеллигенцией, которые формируют запрос на построение уже нового общества с, естественно, с равноправием, то есть участие татар в политической жизни. Это равноправие, то есть религиозное право, религиозное, свободное религиозное вероисповедание и, конечно же, право, то есть изучения и распространения собственного языка. В разгаре революционных событий 1605 года часть татарских дворян в составе светских мусульман составила петицию в Уфе и адресовала ее в комитет министров. Петиция призывала к расширению религиозной культурной автономии путем делегирования части полномочий имперской власти избранным религиозным сановникам. Здесь отслеживается и политическая окраска правового государства с отменой сословных ограничений, равноправия мусульман и исламских институтов. Хочу также отметить, что одним из центров такого национального движения стала город Уфа, то есть центр Уфимской губернии. Потому что, во-первых, как я уже говорил, здесь находился резиденция Оренбургского духовного татарского собрания. Здесь находилось большинство дворян, то есть Уфимская губерния по числу дворян лидировала по сравнению с Казанской губернией. И здесь достаточно формировались очень сильные интеллектуальные силы. Так вот, сторонником проведения реформ духовных заведений и расширения автономии Оренбургского татарского духовного собрания являлся и представитель мусульманского духовенства. Так, например, инициатором реформы управления духовными делами мусульман выступил Гадрашид Паркимов, который вернулся в Россию в 1904 году, и он, получив поддержку светских мусульман, разослал телеграммы имамам с приглашением совещания духовного собрания. Совещание состоялось с 10 по 15 апреля 1905 года, и в нем участвовало 39 имамов из Астраханской, Вятской, Казанской, Московской, Нижегородской, Омской, Оренбургской и Уфимской губерний. Этот проект был назван Уфимским Курултаем 1905 года. Участники Курултая должны были совместно разработать проект реформирования управления духовных дел. Несмотря на сжатые сроки и отсутствие заранее подготовленного документа, начались дебаты между духовенством и светским мусульманством. 14 апреля итоговый проект был принят и подписан участниками совещания. За основу проекта был взят проект муфтия Лизы Фахридинова. Он содержал 90 статей и был разбит на 19 разделов. Но если кратко говорить, что здесь закреплялось право на повсеместное исполнение по единому установленному порядку религиозных обрядов и выплат налогов, право на учреждение для реализации религиозных прав и общественных потребностей мусульман, религиозных управлений и исправления духовенства, право на содержание и по своему усмотрению мечети и молитвенных домов, также право на воспитание своих детей по исламской традиции и в желаемом направлении, право на учреждение религиозных и образовательных учреждений с тем, чтобы повсеместно открывать начальные, средние и высшие школы для воспитания подрастающего поколения в религиозном национальном духе. Несмотря на то, что проект содержал достаточно прогрессивные нормы, в конечном счете он был, конечно, не получил одобрения правительства, но оказал влияние на дальнейшее развитие общественно-политической мысли мусульманского населения Российской империи. Уже в августе 1905 года формируется первая исламская политическая партия Итифак аль-Муслимин, Союз мусульман. Ее программа предусматривала ряд либеральных преобразований и объединение всех мусульман России без различий сословий и национальностей. В партии, естественно, преобладали татары. Из 16 отделений партии всей России наиболее активны среди татарских отделений были Казань, Уфа и Оренбург. К этому времени, кстати, оформляется и нелегально татарское социал-демократическое движение.
Это, в первую очередь, образованное в 1904 году социал-демократический кружок в Казанской татарской учительской школе. Я возглавлял Хусаин Имашев, Гафур Кулахметов и Гумер Царикулов. Члены кружка издавали и официальные прокламации, и брошюры на татарском языке, устанавливали связи с влиятельными социал-демократами из других регионов. А в начале 1906 года эту организацию возглавил студент Петербургского университета, уроженец Сибирской губернии Ибиамин Ахтямов. Пиком мусульманского политического движения в 1965-1967 годах стал Всероссийский мусульманский съезд, который состоялся с 16 по 21 августа 1906 года в Нижнем Новгороде. В нем принимало участие более 900 человек, но при этом большинство из них составляли татары Волго-Уральского региона. На съезде была представлена политическая программа ТИФАКа, содержавшая представление гражданских прав и свобод всему населению Российской империи, сохранение частной собственности и преобразование самодержавной формы правления в конституционную монархию. В аграрном вопросе для ликвидации крестьянского малоземелья предлагалось отчуждение уделенных государственных ликвидированных земель. Противников принятия этой программы выступила группа аграрных социалистов, которых возглавлял Гаяс Искаки. Она получила название Танкчелар. По их мнению, эта программа была непригодна для всех мусульман, потому что они состояли из различных сословий, и совместная программа должна носить лишь религиозно-просветительский характер, а не касаться вопросов политики и экономики. Борьба между сторонниками мусульманской партии и ее противниками, в частности, являлась отражением столкновений двух мусульманских групп. То есть одна стремилась к обособленному развитию того или иного народа на основе собственного языка, а другая просто хотела сгладить противоречия и создать единое мусульманское движение на всей территории империи. Вот это вот событие, оно различно повлечет в формировании двух таких партий, о которых речь пойдет позже. Таким образом, можно подвести итоги, что поволжские татары, являясь исторически государствообразующим этносом, возглавили тюрко-мусульманское движение народов Волга-Урала в начале 20 века. Валидов в своей работе «Нация и национальность» писал, что со временем мы все объединимся под общим именем татар. Сюда войдут и башкиры, и мишары, и сарты, и киргизы. Естественно, такая тенденция татарами и других народов, она нашла в себе столкновение с царским правительством, которое увидело угрозу русской государственности. И поэтому для разрыва вот этого единого информационного поля были созданы специальные комиссии по мусульманским делам в 1910-1914 годах. И на эти совещания предполагалось сделать упор на различия между тюркскими народами, в частности между оседлыми, исламизированными оседлыми тюрками, поволжские татары и узбеки, и традиционными кочевниками, киргизами, казахами, башкирами. С этой целью признавалось необходимым разрушить монополию на употребление литературного языка тюрки, ведя преподавание на родном языке казахов и башкир. Но, несмотря на, конечно, эти попытки царского правительства расколоть татарское движение, все же оно процветало и усилило свою политическую активность уже в годы февральской революции 1917 года. Основными задачами движения в это время стали координация деятельности мусульман и поиск путей автономного развития. В статье Садри Максуди «Наши задачи при совместном политическом положении», которые были опубликованы 4 марта 1917 года в газете «Вакыт», он поставил перед нацией 5 задач. Это первое — разработать четкие требования для определения временного правительства. Достичь выполнения национальных требований возможно только собственными силами. Третье — необходимо обеспечить органам правительства максимальное обязательство мусульман. Четвертое — для разработки требований и предъявления их правительству необходимо провести совещание при фракции в Государственной Думе и ее бюро. И в-пятых, это нужно, несмотря на политические, этнические, социальные и экономические различия, нужно действовать общими усилиями и единым фронтом. 17 марта 1917 года в Петрограде из членов бюро при мусульманской фракции и прибывших делегатов образовывается Временное Центральное мусульманское бюро. Его председателем был избран Ахмед Цаликов. Бюро должно было подготовить к общероссийскому съезду и координации дальнейших действий. По предложению Гаяза Искаки было решено созвать съезд мусульман 1 мая 1917 года в Москве. В повестке съезда стояли важные вопросы: это способ управления государством, выбор формы национальной культурной автономии и проблемы выборов учредительных собраний. Уфимская губерния в бюро была представлена такими личностями, как Ахмед Заки Валиди, Салим Даиджан Цюль и Гумером Циргуловым. Очень интересная личность Ахмед Заки Валиди, то есть я изучал несколько документов, ну и в частности его воспоминаний. То есть он, будучи сторонником территориальной автономии, пытался расколоть двух идеологов экстерриториальной автономии в лице Цаликова и Садри Максуди. Поэтому он не смог вбиться в плен числа татарских лидеров, и поэтому вскоре он возглавляет
национальное движение башкир за создание собственной автономии. Речь значительно противоречивая, потому что многие его современники его писали примерно как политикан до мозга костей, и авантюрист, и который, то есть, для власти мог соглашаться на любые действия. Первый Всероссийский мусульманский съезд приходил в Москве с 1 по 17 мая 1917 года, и одна из главных задач стояла форма автономии мусульман России. И здесь выдвинуты были две точки зрения. То есть, первая точка зрения это предусматривала идею федерации, то есть представление мусульман национальной территориальной автономии. А другая точка зрения, то есть другая группировка стояла за возглашение лишь только религиозной и культурной автономии в рамках российского государства без выделения территориальной автономии. Сторонники первой группы, то есть федерации, стали получить название территориалисты, а сторонники как раз таки экстерриториальной автономии, то есть без создания территориальной автономии, их назвали тюркисты. И 7 мая 1917 года большинством голосов делегатов съезда, 446 голосов против 271 голоса, были отданы за федерацию. Цариков не смог обеспечить большинство сторонников экстерриториальной автономии, и вопрос был изъят с общероссийского уровня и перешел на уровень отдельных этнических групп. Мусульмане Туркестана, казахи, башкиры, крымские татары. Квалифицированную оценку такого положения дел дал Эльджан Ибрагимов. Он утверждал, что единственный мусульманский народ должен быть политическим и экономическим, но не религиозным и культурным. И в своей программе Эльджан Ибрагимов призывал к созданию 5 отдельных штатов – Казахстана, Кавказа, Туркестана, Дагестана и Крыма. В своей автобиографии Эльджан Ибрагимов писал, что наша борьба в период февральской революции против татарской националистической буржуазии в некоторых случаях имела особые специфические формы. Татарская трудовая масса была культурно отсталая, малоподготовленная, совершенно не объединенная в своей классы организации. Она была окутана религиозным туманом и бесконечными националистическими нитями и предрассудками. Левая социалистическая фракция Ибрагимова боролась за территориальную автономию, против пантюркизма, за татарскую ориентацию и была довольно привлекательной у большинства части населения. И Эльджан Ибрагимову в конце концов удалось объединить под одну крышу 4 организации. Это Уфимский военно-мусульманский совет Рабишура, татарскую организацию социал-революционеров, левое крыло Милишура и совет крестьян Уфимской губернии. Самое эпохальное событие произошло в июле 2017 года, когда в Казани состоялось 3 съезда: Всероссийский съезд духовенства, Первый Всероссийский мусульманский военный съезд и Второй Всероссийский мусульманский съезд. 22 июля 1917 года на объединенном заседании всех съездов была принята декларация о национальной культурной автономии мусульман, тюрк-татар внутренней России и Сибири. И вот я хотел вас познакомить с записками одного из очевидцев этих событий, который писал, что 22 июля в здании городского театра мероприятие открылось в 8 часов. По желанию народа председателем был избран Бениамин Ахтямов. Сразу после открытия Садрим Судьи прочитал длинную речь о национальной культурной автономии, о борьбе народа за местную автономию и закончил тем, что для мусульман России настало время получить автономию. В настоящее время мы, мусульмане Поволжья, должны сохранить свою религию, язык и обычаи. Пусть все наши религиозные дела будут в наших руках, а школы, литература, библиотеки будут принадлежать нам. Для их обеспечения пусть будет статья закона России о том, что правительство России предоставляет мусульманам автономию в вероисповедании, языке и обычаях, не вмешивается в их дела, и пусть финансовые дела, которые необходимы для их нужд, должны быть переданы нам. Пусть будет у нас национальный парламент, чтобы реализовать эти дела. Пусть этот парламент соберет 3 правления. Первый будет рассматривать религиозные дела, второй образовательные и третий финансовые. Пусть наши духовные лидеры, министры образования и финансов, будут независимыми в своих делах. Это все называется национальной культурной автономией. Пусть те, кто пришел на собрание, нации, ученые и военные, открыто объявят, что мы хотим национальную культурную автономию с полными правами. Общее собрание этих съездов постановило, не дожидаясь учредительного собрания, немедленно приступить к созданию национальной культурной автономии. Муфтий Бурди после вынесения этого решения поздравил с национальной культурной автономией и помолился. На собрании разнеслись голоса «Аминь» и слова поздравлений, все они были вдохновлены, люди поздравляли друг друга, военные носили по залу зеленые и красные знамена. Поздравления и аплодисменты раздавались по всему залу. И было решено сделать это 17-й день Шаваля, это 22 июля, знаменательным днем, ежегодно отмечать. Высшим законодательным органом стал Милли Меджлис, национальное собрание. Территория внутренней России, населенная мусульманами, должна быть делиться на национальные губернии,
где высшим органом является губернское национальное собрание, Мили-Шуро. Была образована также комиссия по выработке основ культурно-национальной автономии мусульман внутренней России и Сибири. Ключевая дискуссия здесь разгорелась по поводу вопроса социализации земли. Имя Хахтямов утверждал, что социализация земли ведет к войне. Но Галимжан Баргилов от имени меньшинства призвал к обязательному пункту сохранения социализации земли. Против решения о переходе всей земли, казенно-монастырской и частной, в руки народа выступили башкиры. Итогом Казанских съездов 1917 года стало провозглашение культурно-национальной автономии и окончательное формирование татарской доминации национального движения. То есть, если раньше татары действовали в рамках общего мусульманского фронта, то теперь уже курс взят на татарскую автономию. 20 ноября 1917 года в Уфе начало работу национальное собрание. Заседание началось с доклада Соединенных судей, в котором основная часть была посвящена отчету коллегии по осуществлению национальной культурной автономии. Мы вместо их русских государства, построенного на гнилой основе, задвигли государство на уровне 20 века. Мы будем бороться не только с федерацией, но и по мере возможности создания самостоятельного государства. Такой подход, конечно, не означал отказа от культурно-национальной автономии, так как невозможно решить национальный вопрос на основе лишь одной национальной автономии. Татары, как и многие другие народы России, жили по всей территории страны. Территориальная автономия хватит лишь часть татарского населения, другая же часть, оставшаяся в других местах бывшей империи, нуждалась в национальной культурной автономии. На заседаниях национального собрания территориалисты в ходе острых дебатов с сторонниками культурно-национальной автономии смогли перевесить чашу весов на свою сторону. И 3 января 1918 года Галимжан Шараф выступил с докладом о территориальной автономии штата Идель-Урал, или еще называется Урал-Волжский штат. При этом было представлено 3 плана с различными границами. Вот это карта, это первый проект. Было представлено всего 3 проекта, сейчас о них расскажу подробнее. Это проект организации Урала-Волжского штата. По первому плану в штат должны были войти все татары, чуваши и марийцы. При этом мусульмане составили здесь 44%. Вот это первый как раз проект и есть. По второму плану в штат должны были войти целиком Казанская и Уфимская губернии, частично Пермская, Оренбургская, Самарская и Сибирская губернии. То есть, в принципе, это тоже самая карта, то есть здесь просто граница отодвигалась, исключая чуваши и марийцев. По третьему проекту в штат должны были войти вся Самарская губерния и Букиевская Орда. Здесь мусульмане составили всего 29%. 6 января 1917 года Национальное собрание приняло решение о провозглашении автономного штата по второму проекту, потому что чуваши и марийцы отказались войти в состав штата. Но если чуваши еще в свое время тепло отзывались о вхождении в штат, то марийцы и бурты отказались войти в новый штат, и поэтому было решено провозгласить второй проект Галимжана Шарафа. В состав этой автономной области, называемой Урало-Волжским штатом, должны были войти вся Казанская губерния, вся Уфимская губерния, западная часть Оренбургской губернии, населенная тюрко-татарами, и прилегающая к Уфимской Самарской губернии, южная часть Пермской губернии, населенная тюрко-татарами, часть Вятской губернии, прилегающая к Уфимской и Казанской губернии, населенная тюрко-татарами, и Черемисами, часть Сибирской губернии, населенная мусульманами и тюрко-татарами, и прилегающая к Казанской губернии, а также часть Самарской губернии, населенной тюрко-татарами, и прилегающая к Казанской и Уфимской губернии. Для осуществления этого проекта разработки Конституции и определения границ штата была образована коллегия по осуществлению Урало-Волжского штата. В нее вошли Галимжан Шараф, Ильяс Алкин, Слахат Нагулов, Газиз Губайдулов, Фатих Сайфи и Наджиб Халфи. Основными принципами территориальной автономии является равноправие всех входящих в штат народов при соблюдении их национальной культурной автономии. Существование штата как одного из субъектов российского федеративного государства, парламентского самоуправления. То есть здесь получается, что организация штата должна происходить не на национальной основе, то есть она равноправие всех национальностей. И она должна была осуществляться как федерация, федеративная автономная, то есть республика в составе уже Российской Федерации. Башкиры выдвинули свои требования относительно автономии и порядка землепользования, и в демонстративном порядке покинули заседание. Договоренности с башкирами не удалось достигнуть, потому что Ахмед Завики Вальди выдвинул требования, по которым штат должен быть полностью составлять из мусульман, то есть, а те территории, например, западная часть Казанской губернии, он предлагал туда переселить мусульман, чтобы увеличить число здесь компактного проживания мусульман. Но в связи с тем, что политика штата то есть, была как раз основана на равноправии всех народов и, в частности, марийцев, чувашей, урдов, поэтому, вот, то есть, соответственно,
этот проект за Киев людей не был принят. И в связи с этим были разногласия, в котором башкирская делегация пришла по собственному пути. Еще одной проблемой стала полемика по отношению к большевистскому режиму. Дело в том, что большинство депутатов, созванного 8 января 1916 года военного съезда в Казани, высказался поддержку разогнанного большевиками учредительного собрания, что привело к конфронтации с советской властью. Представители левых партий, подавленного большевистского руководства в Казани покинули съезд. Большевики, естественно, не желали организации такого штата, потому что это било по их политике. В феврале 1916 года была образована Казанская советская рабочая крестьянская республика. Председателем Совнаркома республики был избран Шейхман. Совнарком организовал революционный штаб, который в ночь с 27 на 28 февраля произвел арест руководителей военного съезда Ильяса и Джангира Алкиных, Юсупа Музафарова и других. А 1 марта на территории Казанского губернии было введено чрезвычайное положение. Несмотря на это, в начале марта 1916 года делегаты возобновили работу военного съезда в казармах заблочной части Казани. И поэтому эту часть города большевики назвали заблочной республикой и начали окружать татарские слободы воинскими частями. 27 марта 1916 года красноармейцы предъявили ультиматум мусульманскому революционному штабу сдать оружие и боеприпасы. Лидеры татарского национально-демократического движения, желавшего кровопролития, отказались от применения силы, и большая часть верных им войск сдала оружие, и серьезных столкновений не произошло. Мусульманские военные подразделения, которые снацелились в большей части Казани, были вынуждены сдаться. 24 марта 1916 года Сталином и Мулланом Вахитом был подписан декрет о ликвидации военно-мусульманского шуро. Все дела, документы и имущество передавались в распоряжение местных советских комиссаров. Позднее советские власти упразднили и национальное собрание. 21 апреля 1916 года было издано распоряжение о ликвидации национального управления тюрк-татар внутри России и Сибири. В связи с этими событиями проект Урала Волжской республики провалился. Но основной причиной можно считать это противоречие между татарскими лидерами. Но я считаю, что еще одной более важной причиной является то, что все меры по созданию этого штата носили выжидательный характер. То есть нужно было ждать учредительного собрания, нужно было ждать готовки документов, и в связи с этим они просто проиграли время, а большевики сумели мобилизовать силы и этот штат уничтожить. Проект Урало-Волжской республики остался нереализованным и стал одним из трагических страниц истории борьбы татарского населения за национальную государственность. Примечательно, что в этом проекте была впервые задекларирована идея создания территориальной автономии в рамках федеративного государства. Советский режим, вынужденный был считаться с татарским национальным движением, выдвинул собственную модель развития автономной республики в форме татаро-башкирской республики. Предлагаемое государственное образование, оно практически охватывало всю территорию нереализованного штата. Вот эта карта татаро-башкирской республики, в принципе, она практически повторяла очертания Урало-Волжского штата, потому что Чувашия и Малиция вновь отказались войти в эту татаро-башкирскую республику. С 30 марта по 6 апреля 1916 года в мусульманском комитете прошли переговоры с представителями Башкир, Шафиевым, Манатом и Альпаевым. В результате удалось прийти к соглашению о реорганизации комиссариата Казан мусульман, татаро-башкирский комиссариат и вхождении в состав башкирских представителей. Объявление положения татаро-башкирской республики вызвало острые дискуссии. Представители Чувашии и Малиции и других народов выступили против проекта татаро-башкирской республики. Также против этого проекта выступила Ахмедзаки Велиди. Тем более против его названия, потому что, если уже вам известно, в это время существовала уже башкирская автономия в форме Малой Башкирии, которая была объявлена войной еще в 1917 году. И Ахмед Захид Велиди очень против этого проекта татаро-башкирской республики негодовал и писал, что он не против автономии татарской, но без названия татаро-башкирская республика. Против проекта республики выступило также большинство коммунистов, за исключением Сталина, Ташимгулов, Тургул и Грасис. Они писали, что тюрко-мусульмане в регионе не составляют абсолютного большинства, и поэтому нет достаточной основы для образования национальной татаро-башкирской республики. С другой стороны, то есть, по моему мнению, здесь Сталин и Ленин в лице татаро-башкирской республики просто создавали видимость, то есть с надеждой расколоть татарское национальное движение, то есть и выиграть время. Потому что было понятно, что такая большая республика, она будет составлять дальнейшие проблемы, то есть и, соответственно, является угрозой для власти большевиков. Была образована комиссия по созыву съезда Советов Республики, которая должна состояться в Уфе.
Учредительный съезд планировал созвать 15 сентября 1918 года, но в связи с гражданской войной его решили отложить до освобождения Поволжья и Привали от белогвардейцев. Со временем становилось ясно, что проект Татаро-Башкирской республики был необходим большевикам лишь для укрепления своих позиций, а представители национальных тенденций и буржуазии были отстранены от этого процесса. Большевики грамотно играли антипроезжих татарских деятелей и руками главного архитектора Мирсаида Султангалиева уничтожили деятельность таких структур, как Мили Журо, Мили Меджлис, Мили Идари и Харби Шуро. Создавались подконтрольные структуры управления изгнанием мусульман, беспрерывно тасовались руководящие их кадры. Для постановки точки на проекте татаро-башкирской государственности сталинское руководство смогло подавить в Политбюро ЦК РКПБ решение 13 декабря 1919 года об отмене положения о татаро-башкирской республике. На следующий день после аннулирования проекта Султан Галиев, будущий председатель Центрального бюро, отправил секретную телеграмму Ленину, в которой разоблачал противника проекта. Он предостерегал советское руководство об опасности ликвидации проекта татаро-башкирской автономии, потому что придет дискредитация советской власти, не сумевшие сдержать обещания, чем смогут воспользоваться враждебные буржуазные силы. Уже после отмены проекта Татаро-Башкирской республики 23 января 1920 года на заседании Политбюро было принято решение о создании татарской автономной Советской Социалистической Республики в пределах границ Татаро-Башкирской Республики, за исключением автономии Башкирии. Проект положения, который получил название Большой Татарии, разработанный в феврале 1920 года, предполагал включение в состав новообразованной республики город Уфу, Уфимский уезд, за исключением части, входящей в Башкирскую Советскую Республику, Низинский уезд, Белебеевский уезд, Бирский уезд, за исключением северо-восточной части Красноэфирского уезда, и Таманский уезд, за исключением части, входящей в Башкирскую Советскую Республику. Вот это положение 1920 год. Сейчас мы детально уже этот момент обсудим. Во время совещаний по вопросам образования Татарской ССР по этим территориям разгорелась очень острая дискуссия. Татарским представителям пришлось спорить с центром по вопросу включения в состав будущей республики города Казани, Мензелинского, Уфимского, Берского и Белебеевского уездов. Если Мензелинский уезд было решено присоединить, то включить в состав Татарстана Берского, Белебеевского, Уфимского и Таманского уездов Уфимской губернии было отказано. Какие причины послужили этому? То есть большевики очень боялись создания большой национальной республики, которая могла поглотить на другие. Вот если мы сейчас посмотрим, то есть вот это получается территория на западе, это территория, которая была образована позднее Татарской автономной республики, да, получается. А справа, вот выделена, это территория Малой Башкирии. И между ними имелся островок. Это территория Уфимской губернии, это получается Белебеевский, Бирский, Златоустский, Литванский уезд. И вот за эти территории в полном смысле слова началась как бы борьба у кабинета Кремля. С одной стороны, эта комиссия во главе с Мирсаидом Султангалиевым, она пробивала включение в состав Татарстана Белебеевского, Бирского, Уфимского и Таманского уездов. С другой стороны, это башкирская делегация во главе с Халиковым, которая подготовила проект уже Большой Башкирии, потому что в 1925 годах в Башкирии, в Малой Башкирии начался ужасный голод. То есть, и в связи с тем, что не было достаточно экономической мощи в Малой Башкирии, то есть было решено посмотреть на западные части территории Уфимской губернии. А уфимские большевики, которые возглавлялись Ельциным, которые вот как раз таки территорию Уфимской губернии, они отказывались входить ни в состав Татарстана, то есть ни в состав Малой Башкирии. И этот процесс затянулся на целых 2 года. Получается, за эти годы, то есть была татарская делегация, неоднократно пыталась провести опросы среди местного населения, в частности Белебеевского и Бирского уездов, о присоединении к татарской АССР. В начале мая Политбюро пришло к выводу, что необходимо создать новую комиссию для рассмотрения пограничного вопроса и выработки нового декрета. Вариант декрета, который был подготовлен Султан Галиевым, его коллегами, о котором я сейчас говорю, был отклонен, и работа началась заново. Теперь комиссию возглавляли влиятельные нетатарские политики Каменев, Владимирский и Преображенский в составе. В это время Центральный комитет рассмотрел сокращение территории Уфимской губернии, Татарской республики, исключив не только Уфу, но и Казань, и уездов Уфы. Это было, несомненно, вызвано желанием политических лидеров Казани и Уфы включать эти города в новую республику. Если бы Москва утвердила этот проект, то территория Татарстана, конечно, реально сузилась. То есть, в принципе, этот проект повторял бы проект Малой Башкирии.
Естественно, этот проект вызвал недовар со стороны Султана Галиева и других татарских деятелей. И все-таки, в конце концов, было принято компромиссное решение. 15 мая проект получил название «Автономной Татарской Советской Республики». Здесь, значит, получается, территория татарской автономии включала территорию части властей из 5 губерний. Это Казанской, Вятской, Уфимской, Сибирской, Самарской. И вот, то есть, вот эта часть, как раз таки, это вот входила в автономную Татарскую Социалистическую Советскую Республику. Казанские политики, во главе с Султаном Галиевым и Сахиб Галиевым, они продолжали попытку включить территорию части Уфимской губернии в состав автономного Татарстана. В 1925 году были проведены опросы среди населения Белебейского и Бельского уездов. Так, например, население Бельского уезда составляло 633 тысячи человек, из которых 60% говорит на татарском языке. Это татары, башкирики, башкирцы, тюрки. А в Бельбейском уезде из населения 629 тысяч человек 66% говорили по-татарски. 18% являются русскими, а 16% другими национальностями. Вот этот проект с включением Бельского и Бельбейского уездов был закреплен в декрете об образовании автономной Татарской Советской Социалистической Республики. Но все же он провалился, потому что окончательно в октябре 1921 года на заседании Президиума Всетатарской административной центральной комиссии была зачитана телеграмма члена Совета национальностей Мирсаида Султана Галиева о необходимости и целесообразности присоединения Бельского и Бельского уезда к Большой Башкирии. Изучив телеграмму, административная комиссия постановила, что отхождение Бельского и Бельского Уфимской губернии к Башкирской Советской Республике имеет смысл лишь в том случае, если столица Башкирской Республики перенесется из Стерлитамака в Уфу. В противном случае данную территорию необходимо включить в состав Татарской Советской Социалистической Республики из-за более сильного экономического, культурного и политического статуса Казани. Весной 2022 года башкирская делегация в Москве, почувствовав поддержку социальных властей, представила обширный доклад с большим числом материалов о необходимости присоединения к Уфимской губернии к Башкирии. Кроме того, помимо Уфимской губернии, от центра просили и передачу города Оренбурга с окрестностями. Но потом этот пункт случил. Кстати, очень интересный факт, то есть есть такая карта, она хранится в Национальном музее Узбекистана, там территория Башкирии намного увеличена, то есть там входит Оренбург, часть Толстого уезда и других уездов, которые туда не входили. И когда эта карта попала в руки Кремля, то есть, соответственно, было сделано замечание башкирского правительства, то есть и эту карту как бы убрали. Судьбоносное решение происходит 14 июня 1922 года. Тогда декретом ЦИК о расширении границ Башкирской автономной социалистической республики была упразднена Уфимская губерния, а ее территория вошла в состав Башкирской республики. Но несмотря на это, если вы посмотрите декрет об образовании автономной Татарской Советской Республики, там под галочкой внизу подписано, что процесс присоединения Бельбейского и Бельского уезда Уфимской губернии относится на волеизъявление населения этих уездов. Как это заявление должно происходить? Вот был фильтр, то есть там не уточняется, и впоследствии это просто было замолчено. Таким образом, получается, что в итоге образовалась Большая Башкирия и Малая Татария. Причину этому озвучил крымско-татарский коммунист Фирдовс, который выступил на Втором Всероссийском съезде мусульманских коммунистических организаций народов Востока, создавшихся в Москве. Он говорил следующее. Безусловно, мы должны поддерживать национальное движение, но путем создания мелких республик. Не надо давать этому национальному движению появиться громадной общей территории. Не давать, чтобы это национальное движение хватило громадную территорию, приобрело экономические ресурсы. Мы должны создавать не крупные республики, а мелкие республики. Присоединяя их к себе и давая им возможности объединиться. Так вот, значит, после 27 мая 2020 года образовалась автономная Татарская Советская Республика, то есть не ТАССР, то есть иногда это путают аббревиатуру, то есть они звучат как АЭТССР, то есть иногда называются ТССР, Татарская Советская Республика, или Татар-Республика. Чрезвычайный совет татарской автономии 25 июня 1937 года утвердил Конституцию республики, и с этого времени порядок судов в ее названии был изменен, преобразовавшись в Татарскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Таким образом, можно сказать, что процесс образования Татарской автономной республики был достаточно сложным
непредсказуем на разных этапах его развития. И, то есть, вы сегодня доклады услышали уже, каким образом могла быть Татарская автономная республика, то есть в каких территориях, то есть и каким образом устроена. Но, вот, к сожалению, можно констатировать, что в настоящее время вот, Татарская республика вот, создана в таких границах и с таким государственным устройством. Ну и еще хотел бы поговорить о символике. Значит, получается, неофициальный герб Татарской ССР. Умолдован художником Бакир Мачи в 2020 году, но официально был не утвержден. В первоначальном варианте фигуры людей отсутствовали, но при дальнейшей разработке их было решено включить. Несмотря на то, что он не был утвержден, он используется на различных мероприятиях. Также молодая республика имела свое знамя. Оно было изготовлено из красного бархата, и обшито золотой бахромой. На нем золотой нитью на татарском языке, арабском шрифтом были вышиты надписи: «Пролетарии всей станции, гнитесь, Татарская социалистическая советская республика», образованная в 1920 году. Официальный герб Татарской ССР был утвержден 4 октября 1937 года в соответствии с Пятницкой конституцией. Государственным гербом является государственный герб СССР, который состоит из изображения золотого серпа и молота, опущенных на крест, рукоятками снизу на красном фоне, в лучах солнца и обрамлении колосьев в статусе СССР и пролетарии всей станции гнитесь на русском и татарском языках. С добавлением по статусе СССР буквами меньшего размера надписи Татарской ССР на русском и татарском языках. По Конституции 1978 года герб СССР немного видоизменился. Здесь сверху добавилась звезда, а в принципе остальное осталось так же. Надписи там «Пролетарии всей станции гнитесь» и внизу под надписью СССР буквами меньшего размера написано Татарстан АССР, Татарская советская республика. Вот в таком виде, то есть она уже укрепилась. Но последние изменения по территории были в 1925 году, когда к Татарстану присоединили Елабугу с окрестностями, то есть из Вятской губернии. Вот. А дальше, в принципе. Но до 2024 года шли переустройства уже на внутреннем уровне, то есть уже внутри кантонов. Вот в завершение хотел бы представить эту картину, все мои знакомы. Это подписание декрета об образовании Татарской автономной республики. Картина была изготовлена на 30-летие Татарской автономной республики в 1950 году двумя художниками, Ебаром Фатаховым. И здесь, соответственно, она была изготовлена под цензурным влиянием, потому что если мы рассмотрим здесь Ленина, Каменева и Сталина, то других фигур мы не узнаем. То есть здесь они просто символические. Потому что первый, так сказать, лидер Татарской автономной республики — это Сахибгаи Султан Галиев, Осият Галиев. Он, получается, попал в опалу и в 1937 году был расстрелян. Другой деятель, который присутствовал в подписании декрета, Бурхан Мансуров, он, конечно, ему повезло больше, он успел заболеть, то есть его не тронули, и в 1942 году он умер. Вот. Вот такая картина. Ну, наглядно демонстрирует, то есть кто образно создал Татарскую автономную советскую социалистическую республику.